Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире информационная программа «Время». В студии Амина Зухурова с самыми важными новостями на сегодня. 13 октября в столице Таджикистана, городе Душанбе, состоится второй международный форум Digital Tajikistan. Об этом сообщает на агентстве по инновациям и цифровым технологиям при президенте Республики Таджикистан. В работе международного форума Digital Tajikistan примут участие эксперты, предприниматели, инвесторы, студенты и энтузиасты цифровых технологий из Таджикистана и зарубежных стран. Обсудят важные вопросы, связанные с развитием цифровых технологий и искусственного интеллекта. Обеспечение системного развития искусственного интеллекта, цифровизации национальной экономики и инновационных технологий являются одним из приоритетных направлений политики, проводимой правительством Республики Таджикистан. За короткий срок по инициативе и при поддержке президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, была создана и укреплена инфраструктура цифровой экономики и правовая база отрасли. В Таджикистане создано агентство по инновациям и цифровым технологиям при президенте Республики Таджикистан. В целях усиления процесса цифровизации национальной экономики и развития инновационных процессов в стране по инициативе лидера нации во время обнародования послания президента Республики Таджикистан в Маджлисе Оли 2025-2030 годы были объявлены годами развития цифровой экономики и инноваций. В последние годы вопрос предотвращения экстремизма и терроризма стал особенно актуальным для многих стран, включая Таджикистан. В этом контексте особую роль играют женщины, которые смогут стать мощным инструментом в борьбе с радикализацией и насилием. В Душанбе прошла республиканская конференция, организованная Комитетом по делам женщин и семьи, на которой обсуждались ключевые аспекты участия женщин в этих процессах. Участники мероприятия подчеркнули важность роли матерей в воспитании детей и формировании их ценностей, а также значимость повышения статуса женщин в обществе для обеспечения стабильности и безопасности в стране. В Душанбе прошла республиканская конференция, организованная Комитетом по делам женщин и семьи при правительстве Республики Таджикистан. Мероприятие под названием «Роль женщин в предотвращении экстремизма, терроризма и противодействии торговле людьми» собрало представителей различных государственных структур, включая Генеральную прокуратуру, Верховный суд, Министерство внутренних дел, а также Комитета по делам молодежи и спорта и Комитета по делам религии, упорядочению национальных традиций, торжеств и обрядов при правительстве Республики Таджикистан. В ходе конференции было подчеркнуто, что таджикские женщины и матери играют значительную роль в поддержке политической стабильности и предотвращении вовлечения супругов и детей в нежелательные группы. Участники отметили, что с момента обретения независимости социальное положение женщин в стране значительно улучшилось. Они активно участвуют в различных сферах жизни, от политики и науки до образования и спорта, внося свой вклад в экономическое и социальное развитие Таджикистана. За годы независимости было принято более 60 нормативных правовых актов, направленных на повышение статуса женщин и их вовлечение в политическую и социальную жизнь страны. Принятые концепции, программы и национальные планы создают условия для равного участия женщин и мужчин в жизни государства. Важную роль матери воспитания детей также была выделена как ключевой фактор предотвращения экстремизма. Комитет по делам женщин и семьи проводит множество мероприятий, направленных на повышение знаний женщин о законах Республики Таджикистан, касающихся противодействия экстремизму и терроризму. Конференция завершилась открытым диалогом, где участники смогли задать вопросы и обсудить актуальные темы. Это мероприятие стало важной платформой для обмена мнениями и выработки совместных решений по вопросам безопасности и защиты прав женщин в стране. Под девизом «Язык – основной столб нации и государства» в зале Национальной библиотеки состоялся круглый стол, посвященный Дню государственного языка. Участники мероприятия выступили перед присутствующими с докладами о роли и значении таджикского языка. Подробнее в материале наших коллег. Таджикский язык в период независимости вновь, как и 1000 лет назад, стал официальным языком своей колыбели и обрел свое прежнее историческое значение. Эта мысль была отмечена в выступлениях участников мероприятия, проведенного в зале Национальной библиотеки, посвященного Дню государственного языка. В ходе выступлений было подчеркнуто, что в условиях независимого Таджикистана таджикский язык, обладая высоким статусом государственного, расширил сферу своего применения
используется как язык политики, экономики, науки, законодательства и культуры. При этом было отмечено, что язык нуждается в дальнейшем укреплении. В настоящее время, как никогда прежде, требует созидательной воли, искренней поддержки и участия всех носителей языка, чтобы шаг за шагом обеспечить развитие и совершенствование этого самобытного языка с учетом требований современности, укреплять его мощь, защищать от всяческих искажений и оберегать от заимствования чуждых слов. Далее было сказано, что сегодня таджикский язык активно используется в нашей политической, правовой, экономической, социальной, духовной и культурной жизни как государственный язык. Вызывает гордость то, что на нескольких заседаниях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций глава нашего государства выступал на государственном языке перед мировыми лидерами, привлекая внимание мировой общественности к этому языку науки и литературы. Это является ярким выражением безграничной любви президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, к родному языку и народу, а также свидетельством его уверенности в светлом будущем Таджикистана. Бону и Хунар, по таким названиям государственное учреждение Центр развития ремесел и современных профессиональных навыков открыло курсы шитья в районе Шох-Мансур, столицы. 50 девушек и женщин из малообеспеченных семей успешно прошли обучение и освоили основы профессии. Управление по делам женщин и семьи исполнительного органа государственной власти города Душанбе в рамках постановления председателя города Душанбе от 30 декабря 2024 года об утверждении плана работы исполнительного органа государственной власти города Душанбе на 2025 год и во исполнение пункта 9 плана мероприятий по реализации национальной стратегии активизации роли женщин в Республике Таджикистан на 2021-2030 годы инициировал важный социальный проект с целью привлечения женщин и девушек к профессиональному обучению и созданию соответствующих социально-бытовых условий для уязвимых слоев населения совместно с государственным учреждением Центр развития ремесел и современных профессиональных навыков в районе Шох-Мансур, столицы, были запущены курсы швейного дела под названием Бону и Хунар. Участие в проекте приняли 50 девушек и женщин из малообеспеченных семей. Учебная программа продлится 30 дней. За это время участницы пройдут обучение по 2 направлениям – швейное дело и основы кондитерского ремесла. Занятия ведут опытные мастера, а по завершении курса выпускницы получат профессиональные сертификаты, подтверждающие приобретенные навыки. В церемонии открытия курсов приняли участие представители руководства отдела по делам женщин и семьи города Душанбе, а также представители исполнительного органа государственной власти района Шох-Мансур. В ходе мероприятия было отмечено, что ремесла и рукоделие – важная часть национальной культуры, отражающая традиции и духовность народа. Эти виды деятельности служат не только источником дохода, но и важным элементом культурной идентичности. Особое внимание развитию национальных ремесел уделяет лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, который считает культуру сутью нации и придает большое значение сохранению и развитию наследия предков, обычаев и традиций. Стоит отметить, что курсы под названием Бону и Хунар реализуются в Душанбе с 2017 года. За это время более 901 женщины и девушки из малообеспеченных семей прошли обучение по различным направлениям. Сборная Таджикистана готовится к 3-му туру отбора Кубка Азии 2027. В белой форме национальная команда Таджикистана выйдет в поле против сборной Мальдив в рамках 3-го тура отборочного этапа Кубка Азии 2027. Накануне матча в душанбенской гостинице «Руми» прошла пресс-конференция с участием официальных лиц, представителей Федерации футбола Таджикистана, а также членов обеих сборных. В гостинице «Руми» в Душанбе прошла передматчевая пресс-конференция с участием официальных лиц, представителей Федерации футбола Таджикистана, национальных сборных Таджикистана и Мальдив, а также представителей СМИ. Главный тренер сборной Мальдив отметил, что его команда приехала в Таджикистан в полной готовности и на
настроена показать достойный результат. По его словам, сборная Таджикистана сильная и организованная команда, однако мальдивцы будут строить свою игру на сбалансированной обороне и эффективных атаках, используя каждый шанс добиться успеха своим уникальным способом. Новый главный тренер сборной Таджикистана Гаран Стефанович подчеркнул, что команда хорошо подготовилась к матчу и у игроков высокий боевой настрой. Он отметил важность предстоящей встречи и добавил, что соперник недооцениваться не будет. Сборная Мальдив заслуживает уважения, как и любая другая команда. В завершение он призвал болельщиков поддержать национальную сборную на стадионе, ведь именно поддержка трибун помогает игрокам выкладываться на максимум. Матч между сборными Таджикистана и Мальдив состоится 9 октября на центральном стадионе города Гисар. Начало 18 часов. Сборная Таджикистана выйдет на поле в традиционной белой форме, а команда Мальдив в синей. Журналисты также задали главным тренерам обеих команд ряд вопросов о предстоящей игре, составе и стратегии. Обе команды нацелены на победу и продолжение борьбы за выход на Кубок Азии 2027. Дорогие телезрители, это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нашим каналом. Всего доброго.